Здравствуйте. В студии Екатерина Карпухина. И сегодня традиционно мы подведем итоги месяца с главой региона Айсеном Николаевым. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В Калининградской области прошло заседание Госсовета под председательством Владимира Путина. Вы принимали участие в заседании. Что там обсуждалось и что вы можете сказать по его итогам? Заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации в расширенном формате прошло в Светлогорске, Калининградской области, и было посвящено очень важной теме модернизации первичного звена здравоохранения. Что такое первичное звено здравоохранения? Это фельдшерско-акушерские пункты, это врачебные амбулатории, это то, что мы сейчас понимаем под понятием центральных районных больниц, это городские поликлиники. И, конечно же, понятно, что наибольшее количество обращений вообще в службу здравоохранения приходится как раз на первичное звено. Были приведены цифры по прошлому году. 1 200 000 000 обращений от граждан Российской Федерации в различные учреждения здравоохранения и всего лишь 30 миллионов госпитализаций. Это говорит о том, что вот огромное количество как раз вот обращений – это все-таки в первую очередь первичное звено. И именно через первичное звено, через его работу люди судят о работе системы здравоохранения в целом и во многом о работе государства в целом. К сожалению, сказать, что здесь все у нас замечательно, мы не можем. Ни у нас в Якутии, ни в целом в России. И вот как раз 3 дня мы в первые 2 дня с участием экспертов правительства Российской Федерации, экспертов международных, обсуждали эти вопросы уже с коллегами-губернаторами. Ну а вот в завершающий день нашей работы уже подключился и президент Российской Федерации, и у нас был достаточно долгий обстоятельный разговор по проблемам первичного звена. Это ведь не только строительство или там капитальный ремонт больниц. Это кадровое обеспечение, это вопросы, которые имеют отношение к тому же тарифу обязательного медицинского страхования. Это вопросы изменения вообще системы здравоохранения, более, скажем так, в хорошем смысле клиентоориентированности наших больниц, чтобы больных не запугивали, так, грубо говоря, да, не делали им еще хуже в наших больницах, а делали лучше, просто хотя бы даже человеческим отношением. И вот эти все вопросы были рассмотрены, внимательно рассмотрены президентом. Ну и самый главный, наверное, итог этого Государственного Совета, то, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в ближайшие годы, в течение ближайших 5 лет, будет выделено из федерального бюджета 500 миллиардов рублей и 50 миллиардов рублей из региональных бюджетов. Огромная сумма, но, конечно, эти деньги достанутся именно тем регионам, которые сейчас должны подготовить материалы обосновывающие, доказать необходимость тех или иных инвестиций в систему модернизации первичного звена здравоохранения. Ну и потом уже соответствующим образом эти средства правильно, эффективно на пользу людей как раз обратить. Поэтому сейчас будет делаться региональные программы здравоохранения, которые после согласования с Министерством здравоохранения Российской Федерации должны будут быть приняты уже в первой половине 2020 года. Для того, чтобы уже началось финансирование их работ. Считаю, что это очень важное решение нашего президента. Оно позволит как раз это звено здравоохранения, наиболее близкое к людям, поднять на существенно другой уровень. Мы очень надеемся в рамках этой программы решить вопросы и строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов, замена аварийных, капитальный ремонт городских больниц на территории республики, строительство новых центральных районных больниц там, где это необходимо. Ну и, конечно же, в рамках этого мы должны все-таки систему здравоохранения нашей республики реформировать. Она у нас, к сожалению, система управления именно очень архаичная. Она еще, знаете, с 90-х годов. Мы там обсуждали с коллегами из Минздрава, практически мы, наверное, самый такой, знаете, в этом части, к сожалению, такой регион страны, в котором очень долго система управления, вообще и система организации здравоохранения не менялась. У нас и страна ушла очень далеко вперед, многие регионы ушли очень далеко вперед. Да? Мы на самом деле держимся за счет того, что у нас все-таки в системе здравоохранения работают хорошие врачи. Но никак за счет того, что у нас хорошая эффективная система управления системой здравоохранения.
Вот, продолжая тему здравоохранения, хорошая новость. Якутия получит почти 6 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство онкоцентра. Как мы знаем, строительство уже идет, а за чей счет оно сейчас идет? Общая стоимость объекта 6 миллиардов 700 миллионов рублей порядка. И значительная часть этих средств вот в эти годы была как раз из республиканского бюджета профинансирована. А вот сумма, о которой вы говорите, чуть менее 6 миллиардов рублей, это сумма, которая придет к нам из федерального бюджета. До сего времени стройка шла, вот еще раз повторюсь, за счет республиканского бюджета. Я буквально вот на днях проверял, инспектировал план исполнения плана этого года. В принципе, план этого года полностью выполнен, даже с определенным опережением. Вот. Но сейчас мы, добившись включения строительства данного объекта в федеральный бюджет, конечно же, более быстрыми темпами будем строить объекты, и мы очень надеемся, что уже к 2023 году он будет построен. Это, на самом деле, очень большая победа республики. Мы очень долго, как вы помните, доказывали необходимость данного объекта. Ну и вот при помощи наших депутатов Государственной Думы, наших членов Совета Федерации и при прямой поддержке Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Совета Федерации, Федерального собрания, нам удалось этот вопрос решить. И вот сейчас я могу точно сказать, что все согласования пройдены, поправки все в бюджет уже включены. И надеюсь, что депутаты Государственной Думы проголосуют, и этот объект у нас уже со следующего года за счет федеральных средств будет дальше строиться. Конечно же, этот объект должен быть при его вводе современным объектом. Поэтому я, кстати, дал сейчас поручение, чтобы уже по ходу работы все-таки техническое оснащение данного онкодиспансера, некоторые вот вопросы его наполнения все-таки решались уже не исходя не из позиции 2013-2015 года, когда в целом этот объект был спроектирован, а все-таки уже исходя из подходов 20-х годов, в которые он будет строиться. И я уверен, что это у нас получится, и объект этот будет служить, конечно же, здоровосбережению жителей Якутии. И не только Якутии, но, наверное, и всей северо-востока нашей страны. То есть жители других регионов Дальнего Востока также смогут приезжать в наш онкоцентр? Да, но мы так и ориентируемся, потому что надо сказать, что эти объекты очень дорогие. Вот, и, конечно, в каждом субъекте Российской Федерации его строить достаточно, мягко скажем, неэффективно. И вот как раз именно транспортная система Якутии, ее усложненность, вообще северо-востока страны послужила одним из оснований того, чтобы этот объект был включен. Сейчас же очень много, к сожалению, говорится о том, что вот у нас онкологии очень много, мы там чуть ли не такие, первые, в первых рядах в стране, да, это на самом деле не так. Мы в последней десятке по заболеваемости онкологии. Это очень хорошо, но вот для того, чтобы вот мы на этом же месте и держались, у нас, чтобы онкологии больше не становилось, мы, конечно, должны вот как раз построить современный, хорошо оснащенный онкодиспансер, но и в дальнейшем работу по профилактике, по раннему выявлению этой страшной болезни поставить на совершенно другой уровень нашей республики. В октябре вы также приняли участие в правительственной комиссии по региональному развитию. Вот можете рассказать подробнее об его итогах? Это одна из важнейших комиссий для регионов в правительстве Российской Федерации. Рассматривалось достаточно много вопросов. Конечно же, нас интересовали вопросы межбюджетных отношений. Сейчас в стране достаточно активно идет изменение. И опять же, здесь нам надо будет меняться гораздо быстрее. Почему? Потому что вот наш бюджетный закон о бюджетном устройстве, он был принят еще в мою бытность министром финансов республики, так, но и с тех пор, на самом деле, существенных кардинальных изменений не претерпел. Я прочитал его недавно, так, есть поправки, но не кардинального значения. А жизнь в стране ушла вперед, и то, за что мы вот в те годы активно боролись, ставя свои вопросы и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и в правительстве Российской Федерации. Боролись мы за то, чтобы деньги федерального бюджета распределялись пораньше, чтобы не в середине года мы узнавали, какие у нас будут трансферты, например, субсидии, субвенции, а чтобы уже к началу года все это у нас было расписано, и с начала года начиналось финансироваться.
Долго этот вопрос не решался, но опять же вот благодаря решениям президента страны, правительства Российской Федерации, система уже сейчас практически изменена. И вот в этом году, например, уже есть требование, чтобы все соглашения с федеральными министерствами республика заключила уже до конца года. Раньше это было, знаете, вот конец первого квартала, в лучшем случае. Конечно же, для этого нам нужно, чтобы наш бюджет был принят уже заранее. Так? Бюджет республики, как вы знаете, последние годы мы принимали обычно там ближе к Новому году. Так? А сейчас уже так нельзя. Сейчас многие субъекты бюджет принимают уже к 1 декабря. И вот у них есть месяц, чтобы как раз хорошо отработать с федеральными министерствами. Поэтому мы будем такие поправки вносить, предложения вносить, и уверен, что Илтуман нас поддержит, чтобы вот как раз те решения, которые сейчас, в том числе на региональной комиссии, были озвучены, ну, со следующего бюджетного года мы уже полностью в жизни реализовали. Серьезный вопрос – это вопросы распределения капитальных таких грантов за работу по повышению эффективности, по достижению ключевых показателей, по которым сейчас будет оцениваться реализация национальных проектов. Ну, в скором времени, до 15 ноября, решение должно выйти. Мы очень надеемся, что некоторую часть из 50 миллиардов рублей, которые по стране между регионами будут распределены, республика тоже получит. Вот. Ну и обсуждались другие вопросы, связанные с принятием федеральных законов. И отрадно то, что сейчас уже федеральные министерства принимают нашу точку зрения, слушают, и такой достаточно активный уже, знаете, диалог равноправных партнеров идет. Я уверен, что это на пользу развитию в целом нашей страны. Мы перейдем к другой теме – развития Арктики. В конце сентября в Якутске прошел Северный форум, на котором вы озвучили очень интересную идею о том, что Якутия может, даже не может, а должна стать таким связующим элементом между странами Приполярья и странами Северо-Восточной Азии. Вот какие проекты, на ваш взгляд, могут помочь этому? Знаете, к сожалению, на сегодняшний день, в первую очередь из-за такой агрессивной внешней политики Соединенных Штатов Америки, в Арктике совсем неспокойно. Вот. Это показывает и достаточно нестабильная работа Арктического совета, других форм сотрудничества, которые были в Арктике определены как раз как механизмы межгосударственного взаимодействия. И осталось очень мало площадок, на которых приполярные страны все в полном составе могут собираться и разговаривать. И одной из этих, к счастью, площадок осталась площадка Северного форума. И вот как раз у нас с конца сентября, и это все эксперты подчеркивают, состоялось удивительное, ну, последнее время событие, когда представители всех приполярных стран, включая Соединенные Штаты и Канаду, а также стран Азии, которые, ну, активно интересуются и хотят участвовать в развитии Арктики, такие как Китай, Япония, Корея, вот все без исключения приняли участие в Северном форуме нашем. Это показывает то, что площадка Северного форума, она всегда была, знаете, вне политики. Это в первую очередь площадка для гуманитарного, культурного, социального сотрудничества, обсуждения тех глобальных вызовов, которые стоят перед всеми странами. Ну, в первую очередь, конечно же, вопросы изменения климата, изменения окружающей среды, сохранения окружающей среды, сбережения экологии. И я уверен, что вот на площадках в Якутске прошел очень заинтересованный, интересный разговор, который, ну, соответствует самым высоким мировым стандартам. Были десятки представителей зарубежных стран, десятки представителей регионов Российской Федерации. И у всех желание, чтобы такой форум мы достаточно системно проводили. Ну и более того, еще раз хочу подчеркнуть, что многие считают, что как раз Якутск, как такое, знаете, вот базовое звено Арктики, город, без которого трудно представить себе развитие вот с огромной территории северо-востока Евразийского континента, может служить такой точкой сбора и для приполярных стран, и для азиатских стран, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, для их сотрудничества во благо вот всей Арктики. И уверен, что у нас есть что показать миру, предложить миру, ну и, конечно же, учиться другому опыту, ну, современному, интересному опыту нам тоже абсолютно необходимо.
В принципе, наша Арктика всегда была открыта для диалога, да? Конечно. С соседними странами. Давайте перейдем к другой теме. Вы возглавили региональное отделение партии «Единая Россия». Вот чем было обусловлено такое решение? Вы знаете, это было абсолютно осознанное решение мое. Это моя ответственность, которую я принимаю на себя. Конечно же, вот сейчас, в эпоху, когда не только в нашей стране, но и на самом деле во всем мире имеется очень серьезный кризис к традиционным политическим партиям, когда вот идет эпоха смены вот таких ценностей, очень важно вернуть доверие людей к партии «Единая Россия». Вот. Это очень важно, потому что это партия, на самом деле, ведущая партия Российской Федерации. Это партия, которая очень много сделала для сохранения страны, делает сегодня для развития ее. Так. И, конечно же, я еще раз говорю, вот моя задача, чтобы партия у нас из такой, знаете, консервативной превратилась, наоборот, в партию изменений, в партию движения вперед нашей республики. И, конечно же, чтобы, еще раз повторюсь, люди ей доверяли. А сейчас большой интерес у молодежи к партии? Вы знаете, у молодежи никогда особо большого интереса к партиям не бывает. Так? Но другой вопрос, что у молодежи, конечно же, надо всегда понимать, что она тоже несет свою ответственность за развитие своей страны. И во всем мире, в том числе и у нас, все-таки это, слава богу, определяется именно влиянием тех или иных политических партий. Поэтому этим, конечно, надо заниматься, в том числе и молодежи. Хорошо. Ну, октябрь – это традиционный месяц, когда подводятся итоги навигации. Много говорилось об обмелении реки Лены. Повлияло ли это на Северный завоз вообще? Конечно, то обмеление реки Лена, которое имелось у нас в этом году, в рамках, на самом деле, вот я об этом уже говорил неоднократно, многолетнего такого повторяющегося цикла маловодья на реке Лена, которое вот как раз пришлось на эти годы, оно свой вклад в изменение условий навигации на Лене, в условия Северного завоза, конечно же, внесло. У нас прошло удорожание, потому что достаточно долгий период у нас корабли, которые завозили грузы с верховьев Лены на Якутск, в северные наши регионы, они выходили с Усть-Кута с загрузкой, даже был период 30%. 30%, потом 50%, 60%. То есть с явной недозагрузкой, ну и, конечно же, это приводит к существенному удорожанию. Вот. Проблемы были, конечно, и по самой навигации, когда неоднократно суда садились на мели. Вместе с тем хочу сказать, что благодаря, вот, на самом деле, не побоюсь этого слова, героическому труду речников, всех тех, кто занимался обеспечением навигации на Лене, мы полностью все планы выполнили, все груза, которые должны были быть доставлены в эту навигацию, до портов назначения дошли. Поэтому опасений никаких у нас нет. Конечно, к сожалению, вот на северных реках у нас несколько судов осталось на случайный отстой, они уже не смогли выйти из-за вот низких уровней воды, так, в первую очередь на Индигирке. Вместе с тем, еще раз говорю, что эта ситуация достаточно 12-штатная в наших северных суровых условиях. Надеюсь, что отстой пройдет нормально и по весне уже корабли освободятся. Вот. А в целом, вот еще раз хочу подчеркнуть, что все грузы до всех населенных пунктов доставлены. Это самое главное. Да. В октябре вы запустили свой блог на YouTube-канале. Многие даже успели посмотреть. Там вы примеряете на себя другую роль. Вы уже как журналист сами задаете вопросы, выбираете темы. Как вам эта роль и зачем вообще вы решили завести свой видеоблог? Знаете, у меня достаточно много про это спрашивают. Говорят, что я хочу расширить аудиторию там, своих подписчиков в социальных сетях. Конечно, на самом деле я делаю это не для того, чтобы больше людей меня смотрело. У меня и так сотни тысяч подписчиков в моих социальных сетях, и в Инстаграме, и в Одноклассниках, в Фейсбуке, и ВКонтакте. Моя главная задача вот через именно этот YouTube-канал, как на самом деле очень важный, на самом деле интересный механизм социальных медиа, познакомить наших жителей с интересными людьми. Мы, к сожалению, да, вот в силу своей ментальности, якутяне в целом, как-то чувствуем всегда, знаете, как-то так отдельно.
от всей страны, от тех процессов, которые проходят и в стране, и даже в мире. Вот. Мы как-то все сами по себе думаем, что мы самые умные, сами все сделаем, сами все построим, сами все придумаем. На самом деле, конечно же, надо для более быстрого развития, для более счастливой жизни, я не побоюсь этого слова, да, активно употреблять лучшие практики, которые есть в мире. Смотреть, как люди меняют свои города, как люди вдохновляют других на совершение тех или иных поступков, как меняют подходы к вроде бы традиционным вещам, и как в результате этого развиваются регионы. И исходя из этого, я вот как раз в свой YouTube-канал буду приглашать тех людей, которые, на мой взгляд, будут интересны именно с точки зрения, знаете, такой внешней экспертизы. То есть люди, которые будут сюда приезжать, смотреть наш Якутск, смотреть другие наши населенные пункты, давать свои советы и что-то делать здесь для нашего Якутска. Вот. И я очень надеюсь, что вот, видя этих людей, разговаривая с ними, в том числе вот, смотря мой YouTube-канал, люди уже смогут тоже меняться в разных направлениях. Вот первый выпуск был посвящен стрит-арту, очень интересно, очень на самом деле красивое направление, мне он очень нравится. Вот. И вот Никита Кузнецов, номерс из Нижнего Новгорода, приехал, 2 дня здесь погостил у нас, посмотрел, пообщался с молодыми художниками, сделал объект художественный вот на здании колледжа технологии и дизайна по Кирово. Ну и вот со мной пообщался, мне было очень интересно от него разные тоже идеи послушать, ну и он тоже, пообщавшись с нашими якутскими художниками стрит-арта, тоже их очень высоко оценил, а ребята как раз вот общаясь с ним тоже чему-то научились. А следующий выпуск будет посвящен тоже очень такой интересной теме, как лектории. Вот, мы вот, уже немножко подзабыли, что это такое, так? А ведь сейчас в Москве, например, на различные лекции люди уже записываются за неделю вперед, за те, которые интересны, и как раз в основном на лекции по истории культуры, по современным трендам искусства, культуры. И вот как раз человек, который будет рассказывать про это, он очень интересный специалист, и вы знаете, на него тоже очень большое впечатление произвела и наша якутская культура, и уверен, что это вот такое будет в дальнейшем очень хорошее сотрудничество для обоих сторон, и для Якутска, и для того человека, который к нам сюда приезжал. А как часто вы планируете выпускать такие видео? Ну, по крайней мере, пока планку я поставил раз в месяц. Раз в месяц. Ну, мы желаем удачи вам в этом. Спасибо. Айсен Сергеевич, большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, что итоги октября мы подвели с главой региона Айсеном Николаевым. Всего доброго.